Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею ў Беларусі і за яе межамі. Вось так у незвыклы дзень і час, тым не менш по-ранейшаму рады мы бачыць і чуць у нашым эфіры нашу выдатную экспертку, кандыдатку гістарычных навук, экспертку па міжнароднай палітыцы Розу Турарбекаву. Добрый дзень, спадарыня Роза. Добрый дзень, Зміцер. Я адразу, бо зараз як звычайна, як пачне вельмі цікава з намі гаварыць і расказваць і аналізаваць спадарыня Роза, забудуся, таму адразу скажу, подписывайтеся на телеграм-канал спадарыні Розы, спасылочка будзе тут у нас у каментатарскай. Не забывайтеся подписываться на YouTube канал Еврорадио, натискайте на звоночек, каб не пропустить наши эфиры штотыднёвыя с нашей выдатной эксперткой по международной палітыцы. Ну и калі ёсць у вас такая магчымасць, таксама будуць все координаты і магчымасці, як прайсці, што зрабіць, падтрымайце працу нашай рэдакцыі. І пачнем мы, можа быць, з такога пытання, якое нам задала наша глядачка Тацяна Лукашук. Яна піша: пытанне да спадарыні Розы: на якім рэсурсе знайсці падручнік Паўла Церашковіча «Сацыяльна-эканамічная геаграфія свету»? Калі я памятаю, гэта падручнік, які ён зрабіў, ён быў апошні, і я так зразумела, што ён павінен быў быць размешчан на сайце Актопуса. Вось, і калі там яго няма, то тады трэба его спытацца, дзе ён ёсць, таму што ён ужо ёсць. Ён як бы павінен быць у PDF фармаце. Вось, і гэта, гэта яго апошняя праца, якая была зроблена ў рамках вось гэтага праекта Актопус. Ён такой абразавательны, адукацыйны, прабачце, адукацыйны для дзетак. Я маю на ўвазе узроста школы, не для вышэйшай школы. Вось, но гэта вельмі цікавы праект, я маю на ўвазе Актопус, таму што ён такі велізарны, ён падтрымаў вельмі шмат праектаў, як бы нацеленых на дзетак наших беларускіх. І вось нават беларуская школка ў Вільні, куды мы з дачкой зараз час ад часу прыходзім, таксама вось яна працуе, як это по-беларуску будзе бесплатна, free, вось для наших дзетак. І там вось, такі паўнацэнны, як бы на працягу 2 дзён таксама там ёсць класы по гісторыі Беларусі, по геаграфіі, по культуре, и по мове таксама, и по творчыя некія. Так што вось гэта вельмі такі цікавы быў праект. Я спадзяюся, што ён будзе працягвацца. Ён робіцца на грошы Еўразвяза. З улікам таго, што зараз адбываецца з фінансаваннем з боку USAID, я маю на ўвазе увогуле штаты. Вось, па меншай мере, вось гэты праект, мабыць, будзе далей працягвацца. Я спадзяюся на это, што не будзе скарачэння фінансавання, таму што вельмі шмат людзей робяць цікавыя праекты. Бейбус таксама быў вось ад Актопуса, я маю на ўвазе вот эти мультики на беларускай мове, шмат чаго. І у тым ліку вось гэты падручнік, які быў напісаны на беларускай мове для школьнікаў, я не памятаю якога класа, вельмі добры, таму што мы з мужам абмяркоўвалі неадначасова. Мы бачылі, які падручнікі робяць па геаграфіі у Беларусі, яны вельмі дрэнныя. Вельмі дрэнныя. А чаму мы гэта абмяркоўвалі? Он гісторык, я палітолог, таксама гісторык, таму што наш сын, вось ён быў і ёсць географ, і калі он падрыхтоўваўся да алімпіяды, калі мы бачылі гэтыя тэксты, мы за галаву проста хватались, таму што там як бы, увогуле, старая інфармацыя, яна вельмі дрэнна подана.
Вось падручнікі гэты такія вось некрасівыя, они не вось ну ніякія. І вось напрыклад, калі я чытала палітычную геаграфію, там вось пра сістэмы, я ўвогуле за галаву хваталась, таму што я не ведала, як свайму сыну, тады ён быў дзіця яшчэ, як яму казаць, што гэта хлусня, гэта неправда, гэта ўвогуле вельмі не такой вось такія веды вельмі неправдзівыя. Вось. І у гэтым з улікам гэтага Павел напісаў у сваю чаргу некалькі падручнікаў. Вось гэтыя падручнікі ўсе былі у свой час прысвечаны нашым дзеткам, калі б яны ведалі геаграфію і ўсё, што робіцца ў свеце на беларускай мове, ну і таксама з вельмі такім якасным зместам. И вот я хотела бы обратить внимание на то, что помимо всего прочего, в сфере образования у нас и не только после 2020 года, но и до 2020 года были такие провалы. Особенно это касалось как раз именно учебников. И мы это видели с мужем на примере собственных детей. Ничего другого не оставалось, как просто садиться и самим писать учебники для своих и всех остальных белорусских деток с хорошими, качественными знаниями, с последними новыми рейтингами, критериями, проблемами и так далее и тому подобное. И в этом смысле, если у вас адбудзецца такая магчымасць, тады спампуйце гэты падручнік, ён вельмі цікавы, я таксама яго чытала з зацікаўленасцю, таму што я ведаю, што мы не заўсёды адсочваем за текучими, бегучими проблемами, а это вельмі добра, как-то там никогда не поздно учиться. Это нормально, когда мы читаем школьные учебники даже. Ну вось я попрошу, каб знайшлі вось гэты портал, з якога Актобус, калі ласка, я звяртаюся до нашага крэатыўнага СММшчыка, каб ён, як это ён умее, знайшоў і даў спасылачку, дзе можна было б скачаць вось новую кніжку «Падручнік» спадара Церашковіча. Калі ўжо закранули тэму адукацыі, акурат таки ёсць пытанне ад гледача пад нікам Максім, і я так разумею, што нагоду для гэтага пытання яму дала інфармацыя, якая была вось у афіцыйных дзяржаўных СМИ. Я тут процитую на мове оригинала одну фразу, а потом вернусь до пытания. Среди прочего, КГК предлагает формировать места на прием абитуриентов в учебные заведения, исходя из потребностей государства, а не спроса на профессию среди населения. И вот отповедное пытание: ці не знікне традыцыйная вышэйшая адукацыя за прыёму студэнтаў паводле дзяржаўных патрэб, бясплатнага навучання з 5гадовай адпрацоўкай і адмены платных варыянтаў. Гэта ж нейкі тэхнікум атрымліваецца. Ой, ну вельмі цяжка размаўляць зараз аб тым, што ў них робіцца ў іх галавах. Вось, тому что как ломать не строить, да, вось зламаць-то они гораздо. Вось, а во имя чего? Мэта якая? Ось, і так я могу себе уявіць, што такія наступствы, мабыць, будуць, но ўсё ж таки так как я працавала у сістэме адукацыі шмат часу, я ведаю, што гэта сістэма вельмі кансерватыўная. Калі яна змяняецца, калі яна там нешта робіць, то там гэта застаецца на такі доўгі час. І калі мы зараз размаўляем пра вышэйшую адукацыю, но вось такія размовы адносна таго, каб вяртацца да пяцілеткі, вось такіх размоў няма. І я ведаю чаму. Гэта не таму, што наша міністэрства адукацыі, яно імкнецца да міжнароднай прасторы, но ёсць патрабаванне. Па-першае, патрабаванне з боку ўлады, каб мы
прымалі ўдзел у вось такім рынку як бы адукацыйных паслуг. І вось калі гэты рынок адукацыйных паслуг дыктуе таксама і з боку Китая гэта дыктуецца, вось гэтая сістэма адносна бакалаврыят, магістратура і дактарантура, вось гэта будзе схавацца, таму што яна адстрайвалась вельмі балюча. Зараз сістэма адукацыі уже перайшла на гэты як бы вось гэтай колькі ступені, першая ступень бакалаврыят, потым магістратура, другая ступень, трэцяя ступень гэта дактарантура. Вось калі мы уже перайшлі на гэтую трохступенчатую сістэму адукацыі, вось назад вельмі як бы складана будзе вяртацца. Это па-першае. Вось што зараз робіцца са зместам вось гэтага адукацыйнага працэса, вось гэта другая справа. І вось у мяне нават был такая дыскусія адносна того, ёсць індактрынацыя зараз ці не ў школе, і нават у дзецкіх садах і таксама ў вышэйшай адукацыі з Андреем Егоровым. І вось апошняе сведчанне ад вось гэтай вучительницы, якая была эвакуявана Байсолам, яна тое, што яна распавядае, зараз вось як бы пацвярджае мой тэзіс адносна таго, што па-першае ідзе індактрынацыя. І вось гэта пастаўлена такая мэта. І нам ввогуле як бы складана уявіць сабе, што настолькі вось як бы змянілася унутраняя вось гэтая унутраны змест, вось як установы вось гэтыя змяніліся. Но калі вы пачытаеце яе як бы інтэрв'ю, тады вам, мабыць, як бы вы уявіце сябе, наколькі зараз змяніўся вось гэты клімат, патрабавання, як там іх кожны дзень як бы строем выстраивают. И вось калі вось я вяртаюсь до факультета міжнародных адносін, привет, я заўсёды буду получать информацию с факультета, нет, не от живых сотрудников, а с вашей страницы. Пожалуйста, прекратите терроризировать сотрудников факультета международных отношений. Со мной никто из ныне работающих сотрудников не связывается вообще, просто боятся. Вот. А то, что мне многое что говорит, ребята, то, что у вас находится на сайте. Во-первых, я знаю, что, например, раньше то, что называлось ученым советом факультета, теперь просто называется совет факультета, как-то так взяли, у нас отняли по ходу это слово ученые. Раньше главой ученого совета был декан, который был доктором наук, профессор, например, Шадурский. Сейчас деканом является не профессор и не доктор наук, доцент, кандидат политических наук Достанко. Но я знаю, что Достанко очень бывает некогда проводить эти советы, и вместо нее проводит заместитель декана по идеологической воспитательной работе, бывший ученый совет проводит замдекана по идеологической воспитательной работе, который на минуточку не имеет ни степени, ни звания. О, ужас! На факультете, где такое количество докторов и профессоров было, сейчас уменьшилось, сократилось, да, так скажем. Сейчас проводит ученый совет, бывший ученый совет, теперь просто совет факультета, замдекана по идеологической воспитательной работе. Это человек номер 2 после декана. Это не выпадково, это закономерно. То, что он проводит такие заседания, то, что их заставляют принимать участие во всякого рода идеологических мероприятиях, это делается каждый день. И индоктринация, промывание мозгов осуществляется каждый день. Конечно, преподавателям, которые сложились как личности, сложно промыть мозги. Их можно просто запугать, уже запугали. Но что касается детей и студентов, то тут, конечно, мозги еще не окрепшие, и там проводится постоянная работа. Почитайте ее интервью. Что делается каждый день, на что делается упор. На первом месте это патриотическое воспитание, а все, что касается знаний, идет на втором месте. Она прямо так об этом и говорит. Она повторяет те слова, которые говорил Лукашенко в августе-сентябре 2024 года. Вот сейчас идет буквальное воплощение всех его слов. К сожалению, раньше был саботаж, это я точно знаю. Я даже знаю, как это осуществлялось. Например, спецкурс по Великой Отечественной войне откровенно саботировали через некоторые, так скажем, манипуляции с учебными планами. Это я видела, как это делается. Сейчас это невозможно сделать
потому что это входит в обязательный, так называемый государственный компонент образования. Я имею в виду учебные планы. Вот, поэтому не о том надо спрашивать, не о смене ступенчатости. Надо спрашивать, надо задавать вопросы, что происходит сейчас с содержанием учебного процесса. Оценку содержания учебного процесса можно осуществить только имея на руках, во-первых, учебные планы, во-вторых, мониторя ситуацию конкретно на местах, что сейчас осуществляется. Вы не думайте, то, что сейчас делается, это не для отписки. Они действительно это делают. Вот. Это, наверное, самое страшное, что сейчас делается. Вот индоктринация, она осуществляется. Хотя при всем при этом мы с вами прекрасно понимаем, в том числе и Андрей Егоров, да, все наши интеллектуалы прекрасно понимают, что идеологии нет. Тут главная идеология – это верность одной персоне. Вот. Но тем не менее, как бы таким образом осуществляется. Я имею в виду индоктринация. Идеологическая работа. Есть несколько источников для этого. Там Великая Отечественная война, там русский мир, например. Вот, в принципе, как бы вот этот авторитаризм, там, возведенный в квадрат, написанный для этого специально учебник «История белорусской государственности». Вот, поэтому как бы вот так вот. Да, сапраўды з такого прыемнага мала, асабліва на фоне того, что ідэалогія заменяе сапраўдныя веды. Але давайте да міжнародных падзеяў нездарма і спадарыня Роза на телеграм-канал, якой я нагадываю вам про необходимость подписаться, як и подписаться на YouTube канал Еврорады. Ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек и расширвайте. Ну и, дарэчы, калі ёсць такая магчымасць, то ёсць у нас там зверху прымацаванае паведамленне, можа быть, ёсць магчымасць падтрымаць працу рэдакцыі, то падтрымайце. Як і выданне новай кнігі нашага сябра літаратара Макса Шчура. На гронцы ёсць такі збор, то калі ласка, паглядзіце, пачытайце, можа таксама захочаце атрымаць новую кнігу Максима. Спадарыня Роза, я хацеў бы ваше меркаванне пачуць пра тое, што ж таки адбылося з гэтым недаездам Лукашэнкі ў Пекін. Так же ж гаварылі нам, так абяцалі, што вось зараз візіт напярэдадні вось гэтага дня галасавання, вот Кітай падтрымлівае і гэтак далей. І как-то і цішыня. Што гэта? Ну, по-першае, я не ведаю, мне як бы не дакладаюць адносна гэтага. По-другое, ну, это такое, знаете, ведаеце, это такой фейл насамрэч адносна знешняй палітыкі, адносна того, што гэта, ну, як бы гэта зразумела, што вось калі я читала матэрыялы прэс-канференцыі Лукашенко, я не бачыла іх прэс-канференцыю, у меня няма часу на гэты выдатны на гэты выдатны івэнт. У меня няма часу. Ну вось зараз я прачытала матэрыялы з розных крыніц, у тым ліку з Белты, таму што Белта як бы яна як это фармуе як бы з яе пункту гледжання самыя як бы такія яскравыя моманты. І вось там я ўбачыла, што як бы вось яго погляд на мір, як он зараз устроен. Вось па-першае, калі ён размаўляе пра многапалярнасць, шмат не ведаю, як будзе па-беларуску многапалярнасць, вось тады ён как бы гаворыць не пра Расію, а пра Кітай. І вось ён кажа, што вось Кітай гэта вось мы павярнулі на восток, Кітай гэта будзе для нас крыніца там тэхналогіі і гэтак далей. І насамрэч я так зразумела, што часткова кітайскія тэхналогіі зараз у Беларусі, которые як бы дазваляе таксама сочыць за намі беглымі. Таксама вось і вось гэта яго размова адносна вось многапалярнасці, вось гэтай ролі Кітая ўсё ж таки паказвае, што Лукашенко вельмі спадзяваўся і спадзяецца на Кітай. Ну вось тое, што адбылася пасля вось па-першае такая НДР, я маю на увазе, да, Паўночную Карею, калі вось яму так адказалі вельмі рэзка.
Потым мы бачым, што як бы он не паляцеў у Кітай. А зараз, калі ён казаў, што першы візіт пасля выбараў ён будзе зроблен у Расію, а Песков адмаўляецца і гаворыць, што нічого такого, ніякіх такіх планаў мы не бачым. Вось. Гэта вельмі странна, таму што як бы яны як бы павінны былі яго падтрымаць, павінны былі бы падтрымаць яго і эту ўсходнюю, да, накіраваную знешнюю палітыку, а ўсё ж такі няма такой падтрымкі. І для мяне вось гэта як бы странно. Лукашенко мог проштрафиться по многим направлениям. Он себя ведет ужасно, у него ужасные манеры там. Но как бы раньше это не мешало как бы принимать его. Почему сейчас такое происходит? Мне, конечно, очень сложно сказать. Мне нужна больше информации. Но я фиксирую тренд. Его нигде не хотят видеть. Даже на Востоке. В чем дело? Ничего не понимаю, как бы, но фиксирую, что такое есть. И, может быть, через какое-то время нам станет с вами ясно, почему это произошло. Ну, его признали, его поздравили, вот, но, видите, его не хотят. Говорит, нигде. Незразумела, но вельмі цікава. Але да, так, вось мы фиксируем, но мы не можем дать пояснение, потому что нам не хапае информации относно этого. Но мы фиксируем относно того, что нет, не атрымліваецца у него. А можа быть, тут ізноўку вінаватая Украіна, ну дакладней вайна. Я да чаго, у 22-м годзе Лукашенко быў адзіным і самым галоўным саюзнікам Пуціна, які ва ўсім яго падтрымаў. Калі глядзець на сённяшні момант, на цяпер, то Кітай і тая ж самая КНДР робяць і даюць значна больш, чым дае Лукашенко, нават з улікам таго, што фактычна усе прадпрыемствы беларускія працуюць на расійскае ВПК, але КНДР адгружае там больш эшелонаў снарадаў і тэхнікі, чым вырабляе там, скажем, нейкія там беларускія заводы, прадпрыемствы. Таму вот асноўныя партнёры, вот она, эта троица. А ты хто такой? І я яшчэ думаю, ну, як бы я не упэўнена ў гэтым, но гэта маё такое предварительное мнение, потому что я не упэўнена ў гэтым. Мабыць, ён ім таксама нешта гаворыў, а потым не зрабіў. Вось адносна таго, што як бы будзе адбывацца нейкія змены палітычныя ў Беларусі. Или нешта яшчэ такое. І вось зараз яны бачаць, што як бы нічога не адбываецца, змен ніякіх не адбываецца, і як бы сістэма зараз кансервуецца, яна толькі робіцца больш таталітарнай, і больш нічога іншага не робіцца. Вось я не ведаю, якія ён ім даваў обещания, там, что происходит, мне не совсем понятно. Вот. Но очевидно, что он становится аутсайдером. Даже для восточных партнеров. Вот. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим действительно, куда будет его первый зарубежный визит после 26 числа. Но пока как бы получается, что пока никуда. Пока сидим в Минске. Вот. Это все, что можно констатировать на сегодня. Ну, на крайний выпадок, я так думаю, можно будзе подсуетиться МЗСу, ну и что-нибудь там с Африкой придумать, там знойдутся те, кто примут. Ну, вы бачите, что и этого не отбывается. Не до него зараз, ну, як бы гэта зразумела, потому что зараз штормить не слабо штормить у международных адносінах. Вось, но гэта штормить на захадзе, не на ўсходзе. І вось гэта як бы нішто не перашкаджае яму паехаць, ну ён не можа паехаць, не запрашаюць. Вось што галоўнае. І гэта вельмі странна, таму што як бы тады у мяне як бы вознікае пытанне адносна таго, што было зроблена ў адносінах
с Паўночнай Кореей, с Китаем, ну, с Россией, там, с Москвой, это не адносіны з знешняга парядку, это іншае уже. Вось, з Афрыкай, напрыклад. Чаму яго не хацят бачыць? Я не ведаю. Ну, мабыць, это толькі маё такое меркаванне, мабыць, там весна придет, и он поедет по всему миру. Ну, откуда я знаю? Но ну, пока вот такие, как это, звоночки мы видим, звоночки. Вось, дарэчы, і да яшчэ адных званочкаў з аднаго боку. Вот мы адзначылі, што адлуп даў Паўночная Корея на яго заявы, там, што я ж тут скоро поеду, мяне завуць. Пескоў сказаў таксама вот фактычна адлупам, што да нема цябе ў раскладзе у Пуціна. Кітай шматзначна прамаўчаў у гэтай сітуацыі. Але ёсць яшчэ адна краіна, якая шматзначна маўчыць ужо некалькі дзён у адказ на заявы Лукашэнкі, якія ён зрабіў падчас этой сваёй хвалёнай прэс-канферэнцыі. Арменія. Так вось, ереванскае выданне «Храпарак» адзначае, што вось гэтае шматзначнае маўчанне Еревана можа азначаць тое, што у Ереване яшчэ не вызначыліся, як адрэагаваць. Альбо гэта будзе жорсткі адлуп, альбо разрыў дыпламатычных адносінаў. Як вы лічыце? Что это? Не, разрыва не будет, потому что для Еревана, для Армении, Беларусь гэта не толькі Лукашенко. Гэта, ну, таксама іншыя эканамічныя справы, там, гандлі і гэтак далей. І, ну, што рабіць, калі вось так не звезло з прэзідэнтам, да? Ну, з усей краіны як бы рваць адносіны. Я памятаю так, как Лукашенко с его, извините меня, этими грубыми манерами смог себе испортить в свое время когда-то личные отношения с этим самым, с Мердиёевым, да, президентом Узбекистана. Вот, и, ну, там просто вообще как бы был такой момент, что отношения пошли резко вверх, а проблема заключается в том, что при Каримове отношения между Узбекистаном и Беларусью были ужасные, на самом деле, ужасные. Я специально писала статью, я занималась аналитическим сопровождением этого направления, даже, кстати говоря. Вот, и встречалась с узбекскими экспертами и дипломатами после ухода Каримова из жизни. И организация вот первого визита Мирзиёева, например, когда вот было, вот мы тогда это обсуждали, как можно возродить эти отношения, как можно развивать, потому что Узбекистан — это очень перспективное направление, на самом деле, для белорусской торговли, для белорусских предприятий, для белорусского экспорта. Вот. И все было замечательно, прямо такой рост пошел торговли, все было прекрасно. И что-то Лукашенко поехал, не помню, куда-то там, по-моему, на Иссык-Куле они там встретились все там, не помню, очередная сходка СНГ или что-то там, что-то такое было. И он что-то там Мирзиёеву такое сказал, еще до этого он что-то говорил. Насчет этих протестов в Узбекистане. Там было в Каракалпакстане, не в самом Узбекистане, то есть не в Ташкенте, а в Каракалпакстане, ну, Кусе, были протесты. Вот. И Лукашенко стал раздавать советы и рекомендации. Причем в такой форме, понимаете, а я же наших этих центральноазиатских знаю, понимаете, они такое вообще не понимают, когда мало того, что ты вмешиваешься, да, в их дела, так ты еще их и поучаешь. Вот это как бы вообще не воспринимается. И в такой манере грубо. И Мирзиёев очень резко тогда ответил, и на какой-то момент произошло такое, как это, заморозка, да, политических отношений. Но потом узбеки мудро решили, что как бы, ну что делать, если царь дурак, ну остальные-то как бы подданные же не виноваты, а перспективные отношения достаточно. У Узбекистана как бы своя стратегия вполне успешная. Там мы можем про Мирзиёева, диктатора и так далее говорить одно, но что касается его курса на открытость экономики, это очень успешное такое направление. Вот. И они разумно решили, ну, как бы бог с ним, с этим Лукашенко. Главное, чтобы у нас развивалась торговля, обмен и так далее и тому подобное. И, кстати говоря, мне вот кто-то говорил,
из тех людей, которые еще внутри страны, что Узбекистан сейчас после Китая чуть не ли второе наиболее активно развивающееся направление, в том числе, например, и в сфере образования, там расчет на приглашение и приезд узбекских студентов. Вот как раз здесь возможно и как бы это расчеты на узбекских мигрантов, потому что из Узбекистана очень значительно идет трудовая миграция, например, в Россию и даже дальше на Запад. Вот, поэтому тут нет ничего удивительного. И для меня главное, что это произошло синхронно фактически, да. Корея, как это, отмененный визит в Китай и вот такой ответ в Москве. Но это было, конечно, просто смотрится как очень плохой знак. Что там происходит за этими? Ну, только Рыженков знает, как бы его так на интервью пригласить. Да, мы бы, в принципе, были не супраць. Адзінае, что... Спросить, Да. что происходит. Адзінае, што ці пойдзе, ці не пабаіцца таварыша майора, там ці хто там за ім та сама куратарам прызначаны, хаця якія там пагоны ў самого Рыженкова, таксама пытанне. Дарэчы, выказванне Рыженкова, вот інтэрв'ю яго расійскаму, кому ён там, РИА Новости ці кому ён там даваў, з такімі таксама незразумелымі пагрозамі у адрес Захада, што у нас же ж тут арэшнік, как долбанем, мы вообще за мир. Ну, майце на ўвазе, это што? Вот як гэта стасуецца з пасадай міністра замежных спраў? Ну, по-перше, Рыженков все ж таки он не такой дипломатичный, и его функция, видимо, как раз в том, чтобы продолжать эту жесткую линию. Вот. Но он и сам по себе достаточно жесткий руководитель, как бы сказали. Вот. Насчет этого орешника, ну, думаю, что да, вот они пытаются таким образом. Это же тоже способ привлечения внимания. Не обращают внимания, понимаете? Не видят. Invisible country. То есть вообще их не видят. Нас не видят, мы уже поняли, что нас не видят. Их тоже не видят. А для того, чтобы как бы достичь хоть каких-то результатов, ведь Лукашенко ставит перед ним задачи какие-то, для того, чтобы достичь хоть каких-то результатов, надо быть, по крайней мере, на слуху. Какой там на слуху? Ну вот пытаются, Орешник, было раньше там ядерное оружие, до этого был Вагнер, вот. Теперь Орешник появился. Ну, это как повод информационный. Посмотрите на нас, мы вам можем там доставить неприятности. Ну, посмотрите в нашу сторону, пожалуйста. Вот другого, как это сказать, другого объяснения я не вижу. Потому что все это воспринимается смехотворно по той причине, что орешника-то у вас до сих пор нету. И это большой вопрос, зачем это Путину такое оружие новое, да, отдавать в общем и целом такому как бы человеку, которому-то и доверить что-либо страшно, потому что неизвестно, в какую сторону он повернет, да. Это первое. Второе, как бы, а зачем Путину-то все это? Чтобы ему добить там до Берлина, как бы ему не нужен орешник. У него есть другие виды, стратегические виды вооружений. Вот, поэтому, как бы, для Путина это вообще как бы это не его вопрос. Это как бы такая новая задумка Минска, вот про орешник, да, и вы видели там, я памятую зараз, то, что Денис Мельнцов, да, писал. Ось зараз у них это аргумент замест вот ядерного оружия, Вагнера, мигрантов. Вот теперь есть орешник. Вот. Вроде как его нет, но вроде как им можно пригрозить. Ой, не знаю, ребята, тяжко, конечно, я их понимаю, я им сподчуваю. Ну, вот, дарэчы, аккурат... Внимание Запада сейчас будет еще сложнее, и с каждым днем будет сложнее, потому что мы отодвигаемся не на третий план, а на 10-й. На 10-й. На первый план сейчас будут выдвигаться совсем другие как бы вопросы. Ну, мы с вами уже видим. Первые полосы, первые топ-3 новости какие? Они даже в нашу сторону, в сторону региона не направлены.
Вот у нас акурат таки перад вами была размова с Аркадием Мошасам і я его спытаўся, ну як там напалохаліся вы там у Еўропе арэшніка, якім вам прыгразіў уже Лукашенко і Рыженко? Он кажа, нават не заўважылі, ніякай рэакцыі не было на захадзе з гэтай нагоды. То есть это конкретны ігнор, ці ўжо там как бы да што ад яго там чакаць, то што ён там гаворыць, ці вот што ці ёсць на фоне гэтага спадзевы, што атрымаецца перазагрузіць адносіны? Ну типа мы ж вот тут электаральны цикл прокрутили, мы ж тут уже вот как бы вот и без всяких там складанасцяў кампанию провели, никого ж тут далей тут новых неких проблемаў не ўзнікла, все тихо спокойно. Почуюць вот это вот, давайте мириться? Да вообще не до Беларуси. Вообще на каком-то самом там предпоследнем месте, и все ассоциации, которые вызывают Беларусь, они самые плохие. Ну, раз Беларусь сейчас не представляет никакой угрозы, вернее, с территории Беларуси сейчас нет, не просматривается угроза, то ее самое место забыть. И еще это все происходит на фоне самого главного, это обострение отношений с США. Европы с США. Сейчас первая тема какая? Это Гренландия, Канада, Панама, тарифы. Для них гораздо важнее, что будет сейчас с тарифами. Какой там орешник? Там где-то. А вот как бы вот что главное. Это же их устои сейчас шатаются. То есть на то, на что рассчитана, да, экономическая мощь Европы, она как бы не то чтобы там под ударом находится, ну да, как бы серьезные вызовы, серьезные проблемы, еще неизвестно, чем это обернется. Это первое. Второе, как бы, как мы с вами и видим, на сегодняшний день может измениться политический расклад внутри Европы. Сейчас на первом месте выборы в Германии, потому что от Германии зависит очень много в Европейском Союзе. Вот. И если как бы АфД там получит свой кусок власти, то, ой, мамочки, как говорится, да какой там орешник, как от назойливой этой отмахиваться будут. Вот где главная проблема. Что нам с Трампом делать? Сегодня он захочет Гренландию взять, у Дании, а завтра что еще? Сегодня он не хочет как бы там брать на себя те обязательства, которые в свое время Соединенные Штаты брали на себя. А как это компенсировать? За счет чего это компенсировать? Где взять деньги? Где взять этот бюджет, который как бы военный бюджет, который в свое время покрывался Соединенными Штатами? Я имею в виду, да, оборону в НАТО. Где его взять? Насущный вопрос. Какой орешник на этом фоне? Никакого. Какая такая Беларусь? Где она? Подождите, дайте нам с этим разобраться. Посмотрите, что сейчас обсуждают мировые медиа, СМИ. И вот Беларусь. Даже Украина, в этом вопросе Украина, она стоит на втором, на третьем месте. И это все связано с вопросами сокращения, вот, да, там, заморозки помощи, сокращения помощи, возможно, того, что вообще, в принципе, с помощью проблемы возникнут. И ничего не получается. Вот там скандал того, что сейчас голосование в Бундестаге ничем не закончилось. Где орешник, где Беларусь? Нету, не видно. Если его в Москве не хотят видеть, в Пекине не хотят видеть, ему продать нечего. Он плохо себя продает. Это то, о чем говорит Трамп, да? Он про Зеленского сказал, отличный продавец, да? А про Лукашенко, если бы он узнал, мне кажется, что он не знает про Лукашенко. По-моему, не знает. Фамилию, по-моему, не знает. Но если бы он узнал, он бы сказал, как бизнес, ну, как с бизнес точки зрения, да, очень плохой продавец, никудышный. Не может привлечь к себе. Ну як это не ведае? Ну что вы, спадарыня Роза, вы думаете, Трамп не чуў і не ўпадаў у роспач і не абліваўся слізьмі пасля таго, як Лукашенко яго крытыкаваў, выступаючы перад та самае палітычна актыўнымі работнікамі МАЗа? Я думаю, он не догадывается. Никто это нигде
И точно критика Лукашенко навряд ли его беспокоит. У Трампа как бы есть критики более серьезные, на которых он, ну, как истинный, как-то там супермен, он почти что не обращает внимания, но вынужден будет. У него там полно сейчас внутренних исков, сейчас его ждет масса судебных процессов, потому что Америка — это не Беларусь и не Россия. Вот то, что подписал Трамп в качестве указа, не обязательно является неукоснительным для выполнения. Сейчас очень много будет наложено всяких разных судебных ограничений. Я его с этим поздравляю. Он будет, я думаю, он все 4 года будет воевать в судах по поводу своих указов. Некоторая часть этих указов так и не сможет быть осуществлена. Э, Это американская демократия. Мне вось цікава на фоне вот гэтага месца Беларусі у вот ранжыры, так бы мовіць, самых тэм, якія найбольш да прыярытэтаў і ўсяго астатняга. Калі раней там да вот таго, як Трамп пачаў тут всю повестку перацягваць на сябе, дэмсілы яшчэ разважалі. А вот нормально гэта будзе ці ненармальна, калі мы вот пойдзем да заходніх палітыкаў, змяніўшы рыторыку, і будзем гаварыць: не, давайте вось, можа быть, спрабуйце гандлявацца з Лукашэнкам тым ці іншым чынам дзеля вызвалення палітвязняў. То сёння на фоне вот таго ўсяго, што вы сказали, калі прыйдуць, нават мы прынялі рашэнне, скажуць там в офісе, у кабінеце, яшчэ дзе-небудзь, пойдзем да заходніх палітыкаў вось з такім новым месседжам, что там скажуць? Тое ж самае: да ідзіце вы, у нас других праблем зараз хапае. Ці скажуць: ну вот мы дачакаліся нарэшце, што вы вот тут с новым месседжем до нас прыйшлі. Если честно, не знаю. Это же зависит от того, как поменяется политический расклад в Европе. Кому идти-то? Вот на сегодняшний день мы же точно не знаем, кому придется идти. Например, да, наприклад, я маю на увазі от тую же Германію, да, я маю на увазі вибори у Бундестаг, так? Який там буде розклад? Хто буде міністром заміжних справ? Якби, по-перше, гэта не будуть зеленые. У зеленых зараз спад. Вось так само, хутчэй за ўсё, гэта не будуць сацыял-дэмакраты. У них так само спад. І ввогуле, якби, стаіць пытанне адносна того, якая будзе кааліцыя і хто будзе, якби, адказваць за знешнюю палітыку у Германії. Германія задае тон усей Европе. Гэта відавочна. Вось, это па-першае. Па-другое, зараз будуць якби абмяркоўваць самае вось такое гарячае пытанне — это дапамога Украіне. И коли тут мы придем со своим, вот давайте уберите санкции, там, как бы давайте попробуем поговорить с Лукашенко относительно вот этого обмена, санкций, да, в обмен на политзаключенных, я боюсь, что уже мы упускаем момент. Или, вернее, скажем так, момент упущен. Почему? Вот сейчас поясню. Хотя это, конечно, достаточно неприятное, с моей точки зрения, размышление. Но почему? Потому что, как мы с вами видим, сейчас именно санкции будут становиться все более популярным инструментом для разговора между собой. Посмотрите, что говорит Трамп по поводу Путина. Если эта Россия там не пойдет на переговоры и не достигнет мира там с Украиной, не прекратит огонь, то все, что нам остается, это санкции. И как бы санкции... Трамп вообще, в принципе, он склонен к тому, чтобы достаточно радикально решать такие вопросы. Санкции ли, тарифы ли, да. Он сразу, не сильно размышляя, как бы сразу говорит: о, поднимем там на 25%, там, на 50% и так далее и тому подобное. Вот. У него будет разговор гораздо короче, чем у демократической администрации. Вот. Поэтому в этих условиях, мне кажется, вот это... попытка договориться, заключить сделку, вот то, что любит Трамп говорить, да, заключить сделку, у Лукашенко в глазах Запада, как бы, что он может предложить взамен? Если речь идет о сделке, ну, во-первых, нафига Западу как бы политзаключенные?
Наши. Вот что сделал Лукашенко в свой день выборов? Он же освободил американскую политзаключенную, да? Это был его подарок, фактически, и намек. А что по этому поводу сказал Марк Рубио? Он сказал, ну, мы видим, мы заметили. Все. Госдеп не делает никаких заявлений относительно выборов, как вы видите. Вот. Но, как это сказать, вот это вот как бы маятник, да, от хорошей риторики диалога к санкциям, да, и угрозам, вот этот вот маятник, он будет сейчас шарахаться или вот качаться гораздо быстрее. Гораздо быстрее. Потому что у Трампа стиль такой, да, заключить сделку, решить вопрос быстро, просто. Вот. И тут вопрос, а что ты можешь Лукашенко продать? Я не знаю. Тебе что продать? Тебе нечего продать. Его вот эти вот его критические замечания в адрес Дональда Трампа, они скорее свидетельствуют не о его принципиальной позиции в отношении Дональда Трампа, а скорее всего они свидетельствуют о том, что Лукашенко даже не надеется на улучшение отношений с США, что у него не получается попасть в фокус внимания. Весь его расчет на Китай. Он практически так и это и сказал, так и сформулировал на пресс-конференции. Я это так поняла. Я это читаю таким образом. Поэтому сегодня вот это вот санкции в обмен на что? А зачем? Если так подходить к вопросу очень, как это сказать, прагматически, а тогда встречный вопрос, а зачем тогда Трампу наши политзаключенные? Европе может быть, но как бы Трампу навряд ли. Да и Европа как бы, какой КПД будет в обмен на отмену санкций? В чем он заключается, этот КПД? В чем здесь, как это сказать, изюминка? Изюминка-то в чем? В том, что Беларусь не приняла участие в войне? Так она не приняла участие в войне не потому, что она блюдет интересы Европы, а потому что она блюдет свои собственные интересы. Этим ты не завлечешь. Чтобы не размещать на своей территории тактическое ядерное оружие, уже все махнули на это рукой. Так и чем вы? То остался орешник, да. Вот. Продать. Поэтому вот эта маргинализация буквально, да, Беларуси, белорусского вопроса, она и дальше будет маргинализироваться, потому что продавать нечего. Капитализации ничего нету. Нету капитализации белорусского вопроса. Никакой капитализации. Ни со стороны белорусских демократических сил, ни со стороны режима Лукашенко. Вот и все. Когда я пытаюсь посмотреть на этот мир глазами Дональда Трампа и Илона Маска, если вы попробуете это сделать, вы увидите, что Беларуси в принципе нет. Белорусского вопроса нету. Вот в чем дело. Очень многих вопросов нету. Есть Китай, с которым надо соревноваться, которого надо давить, гасить. А вот где? Он уже обозначили где. Есть Европа неблагодарная, которая столько лет как бы сидела под зонтом у США, а теперь пусть сама сидит, сама себя финансирует свою эту военно-промышленный комплекс. Есть Россия, прекрасная, замечательная, сильная страна, которая с дуру начала воевать, надо ее как бы поставить на место, чтобы прекратила воевать. Все очень просто. Очень просто. Где здесь Беларусь? Есть Украина, с которой, ну, надо что-то сделать, там, войну остановить. Все. Очень, очень простая, вот есть такое понятие ментальное картирование, да? У Трампа ментальное картирование достаточно, ну, я бы сказала, примитивное. То есть у него в голове карта мира, она достаточно примитивная, простая. Там Беларуси нет. Я ее не вижу просто. Просто не вижу. Штосьці на нейкай такой негатыўнай, я б ледзь не сказал, траурнай ноце мы закончили размову с Мошасом, и у вас тут что-то вот как-то позитывом не Но проглядывается. я знаю, как можно привлечь внимание. Мне подсказали канадцы, как можно привлечь внимание к Беларуси. Я бы в жизни никогда бы так не подумала. Ну, у меня брал интервью журналист из Торонто Стар, Алан Вуд, и я никогда не подумала бы, что вот так вот можно как бы подойти к вопросу. Он пытался сравнить
отношения между Беларусью и Россией, и Канадой и США. Именно в связи с заявлениями Трампа относительно 51-го штата, да, я имею в виду Канаду. И вот он спрашивал меня, вот есть ли хоть какие-то параллели? Ну, первая говорила, что это очень несерьезно сравнивать такие кейсы, но единственное, что как бы можно из этого вытащить, это риторику. Риторика Трампа очень сильно напоминает риторику Путина, когда он пришел к власти, и когда он стал говорить о том, вы помните, да, наверное, Беларусь может войти или республика, или 6 субъектами, вы помните, да, это? Ну да. Вот это очень похоже на то, что говорит сейчас Дональд Трамп. И об этом я вот рассказала канадскому этому журналисту. Мы только вокруг этого строили наш разговор, только вокруг риторики, конечно. По сути процесса нет. Но вот благодаря таким вещам, может быть, и стоило бы привлечь внимание. Но, к сожалению, как бы в титуле и статьи, и на протяжении всей статьи, как бы слово «Беларусь» фигурировало только тогда, когда речь шла о потере суверенитета. Вот, собственно, и все. Ну, вот такие как бы моменты. Посмотрим, что будет дальше. Ну а каб вы не пропустили тое, что мы выглядим далей разом со спадарыняй Розай, не абавязкова подписывайтеся на яе телеграм-канал. Ну и безумоўно не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорады, ставьте свои подабайки, натискайте на звоночек, каб не пропустить наши штотыднёвыя сустрэчы с нашей выбітнай эксперткой. И безумоўно падтрымлівайте, калі ёсць у вас такая магчымасць, працу Еврорады. Ну и там поглядзіце, у нас есть посылочка, наш сябра, вядомы і вельмі добры літаратар Макс Шчур рыхтуе кніжку сваю новую да выдання, аб'явіў збор на гронка. Калі ласка, калі ёсць у вас жаданне атрымаць кніжку Макса, заходзьце і падтрымайце яго збор. Дзякуй вялікі, спадарыня Роза, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна.